Существует два утверждения, отражающие две проблемы. Первая проблема. Первое утверждение такое. Я не могу совершать намаз 5 раз в день. У меня это не получается. Я тебе не верю. Кто бы ни говорил, что не может, я ему не верю. Знаете почему? Потому что я верю Аллаху. Вы заметили, что я не сказал «верю в Аллаха», я сказал «я верю Аллаху». Чувствуете разницу? Верю в Аллаха значит, что я верю, что Аллах существует, я верю в Него. Но когда я говорю «верю Аллаху», это означает, что я верю в то, что Он говорит. Он говорит, субхану ва тааля. Аллах не возлагает ни на одну душу сверх ее возможностей. Вот что сказал Аллах. Он не возлагает на кого-то больше ответственности, чем тот способен вынести. Вот что Аллах сказал. Вы же говорите, что не можете выполнить возложенные на вас Аллахом обязанности, не так ли? Вы говорите, я не могу молиться 5 раз в день, это слишком много. А Аллах говорит, ты можешь. У меня есть выбор, верить тебе или верить Аллаху. И если вы не понимаете этого, может быть, вы лжете самому себе. Возможно, вы убедили себя в том, что не можете читать намаз 5 раз в день из-за своей лени и отсутствия воли. Я не могу осуждать вас, ведь я не знаю, в чем проблема. Возможно, в том, что вы стыдитесь молиться в присутствии немусульман. Знаете, на работе люди обычно устраивают 15-минутные перерывы на перекур. Они отдыхают, общаются с друзьями, а вы не можете читать намаз 5 раз в день, субханаллах. Одно время я работал в Нью-Йорке, где видел, как мусульмане молились везде, где только можно. Прямо посередине 5-й авеню парень читал намаз прямо на краю тротуара, потому что пришло время. Или в университетской библиотеке, открыв дверь в копировальную комнату, вы запросто могли увидеть, как 3 парня читают намаз. Мусульмане будут молиться, если пришло время. Они совершают намаз. Точка. Аллах сказал, ты можешь. Если Аллах возложил на тебя эту обязанность, значит, ты можешь. Осознай это и положись на Аллаха, Он облегчит тебе это. Второй задаваемый вопрос. И есть ли ему до всего этого дела? Волнует ли его, молюсь я или нет? То есть, нужны ли ему мои молитвы или нет? Вы забываете, что намазы не для Аллаха, они для вас, они не для Аллаха. И если все люди мира будут только и делать в жизни, что молиться Аллаху, это не сделает его богаче. Это ничего не добавит его царству, потому что он уже владеет всем сущим. И даже если никто никогда больше не вспомнит об Аллахе, субхану ва тааля, это не уменьшит его владение, его царство, его величие. Мы ему не нужны, это он нам нужен. Чувствуете ли вы, что нужно молиться? Ощущаете ли вы эту потребность в своей жизни? Если это не так, если вы чувствуете, что свободны от того, чтобы просить у Аллаха помощи, от обращения к Аллаху, от исполнения Его заповедей, то у вас серьезные проблемы с верой, она стала слабой. Вы отдалились от Аллаха настолько, что шайтан может прийти к вам и сказать, «Да, я знаю, как плохо ты себя чувствовал из-за того, что не читал намаз. Давай просто избавимся от этих неприятных чувств и заменим их на вопрос, а почему я вообще должен молиться?» Это следующая стадия болезни. Первая стадия — это когда болезнь хотя бы осознавалась, когда вы ощущали дискомфорт, было чувство вины, и это подарок от Аллаха. Когда чувство вины проходит, и вы говорите, Аллаху не нужны мои намазы, все хорошо, до тех пор, пока у меня все хорошо. И это последняя стадия, о которой я хочу поговорить. Кто определяет, что такое хорошо? В этом мире существует 2 вида хорошего. Запомните это. 2 вида блага. Есть нравственное. Я хорошо отношусь к соседям, я честен на работе, я обходителен с людьми, не ворую, не обманываю. Это все этика, основы нравственности. Я говорю правду, я честный, я плачу налоги и так далее. Это все порядочность. Я честен в бизнесе. Также есть и религиозное благо. Я еду в хадж, плачу закят, читаю намаз 5 раз в день, пощусь в месяц Рамадан. Это уже не просто морально-этическое, это религиозное благо. Религиозные хорошие поступки и просто хорошие поступки, нравственные по своей природе. Что постоянно происходит с мусульманами и немусульманами, особенно с мусульманами? То, что мы разграничиваем эти 2 понятия. Поэтому в мусульманском мире вы найдете хороших людей с точки зрения морали. Они хорошо общаются со своей семьей, заботятся о своих детях, ответственны за хозяйство, они приятны в общении со своими соседями, они честные на работе, хорошие люди. Но знаете что? Они без религии. Мне не нужна религия, чтобы быть хорошим. Вот что они говорят. Другая крайность, когда люди молятся, ездят в хадж, платят закят, у них длинные бороды, и одеваются они очень религиозно, но при этом они ужасно относятся к своей семье, обманывают людей по бизнесу. У них глубоко безнравственное и неэтичное поведение.
Произошло то, что мы разделили эти два измерения хорошего – нравственное, этическое и религиозное. Всевышний Аллах объединяет их в одном аяте, который называется аят-уль-бир, аят благочестия. Что значит быть хорошим? Изучив аят, вы поймете, что это комбинация двух вещей. Это сочетание нравственного, выполнение своих обещаний, терпение и толерантность, а также религиозного блага, основанного на намазе, закяте. То есть это сочетание обоих понятий в одном месте. Многие считают, что в состоянии дать определение, что есть добро, но они говорят лишь о нравственных качествах, подрывая тем самым религиозное благо, например, ритуалы, которым научил нас Аллах. Но что Аллах хочет для нас, это объединение двух понятий. Вот тогда человек действительно хорош. Кто-то сам для себя определил, что есть благо, и отверг определение Аллаха. Но мы обращаемся к Аллаху, потому что мы не можем определять что-то для себя. Мы хотим, чтобы Он определил это для нас. Иншаллаху тааля.